Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Феликс Карымшаков, который является исполняющим обязанности сейчас главного технолога, да, завода «Дастан», но имел отношение Да, в силу прямое хобби, да. отношение, да. Вот неделю тому назад была выставка в историческом музее «Доспехи кыргызских воинов». Да, это была реконструкция доспехов кыргызских воинов, причем не как наши современные реконструкторы, которые обычно реконструируют элиту общества, то есть стараются изобразить именно элиту общества. Это были доспехи воинов средней руки, то есть основной рабочей массы военных специалистов времен средних веков. Первый доспех, пластинчатый, который открытого типа, так называемый сюртемир, он относится к периоду 9-10 веков, то есть периода уже позднего каганата, и представляет собой доспех воина-пехотинца в тяжелой панцирной броне и со шлемом, который своим видом демонстрирует уровень производства металлов и обработки их в кыргызском каганате того времени. Второй доспех, относящийся уже к более поздней эпохе 15 века, так называемый Аль-Темир, это доспех уже всадника более поздней эпохи, относящийся, наверное, к периоду Джунгарского ханства и близким к тому временам, где наши предки также принимали активное участие в боевых действиях. Он представляет собой аналог бригантины, причем бригантины классического типа. Благодаря защите металла с помощью ткани это повышало его износостойкость, а также защитные функции при попадании в доспехи метательных средств поражения противника. Ламеллярные это называется, да? Вот пластины, ламеллы. Да. Они сшиваются шнурком, да? Сшиваются шнурком, шелковой нитью, конским волосом, в зависимости от доступных материалов у оружейников и доспешников. Также встречаются, особенно в ряде археологических источников, сшитые с помощью проволоки или металлических заклепок. В зависимости от той, скажем так, фабрики или гильдии, в которой изготавливались данные доспехи. Утверждение в том, что кочевники все собирали едва ли не в кустарном виде или в виде, скажем так, полукустарного производства, это не более чем предрассудки. По вполне объективным причинам. Такое количество металла произвести и, главное, обработать в кратчайшие сроки, не имея промышленно-фабричного производства, хоть и на примитивном мануфактурном уровне, физически невозможно. Возьмем, к примеру, аналог из более, скажем так, описанного в историографии момента, как вооружение армии Римской империи. Всего лишь 140 тысяч воинов, которые вооружались всей империей фабриками. Причем фабричные рабочие инженеры в Римской империи приравнивались к легионерам по статусу службы и по общественному уровню. И платили им ровно столько же. Иначе говоря, у великого древнего Рима было две армии. Одна военная, другая трудовая. Соответственно, если интерполировать данную позицию на кочевников, мы смотрим более широко, так как кочевники, они не были разбиты на подобного рода касты, каждый труженик был по совместительству еще и воином, соответственно, мы можем сказать, что кочевники, ввиду сложившихся экономических и политических ситуаций времени формирования первых каганатов, были вынуждены переходить уже не просто к централизованному валовому производству, но еще и к капиталистическим элементам производства с разделением труда и созданием цепочек производства всех аспектов оружия и брони. Допустим, какой-то клан или племя кочевников выплавляли металл, какой-то их обрабатывал, превращал в листовой прокат или что-то подобное с помощью ковки или специальных валков. И третья, допустим, категория, она уже собирала готовые изделия или выпускала уже окончательный вид оружия. Естественно, это не отображается особо в современных источниках. Сейчас только проводятся исследования, которые доказывают, как тот же Водянцев, археологическим способом наличие подобного рода производства кочевников. Но фактически, если мы поднимем любой исторический летописный свод, мы везде видим описание кочевников не в виде какой-то банды, одетых во всякое рванье разбойников, а вполне себе точное описание
тяжело бронированных или среднебронированных всадников, вооруженных исключительно высококачественным металлическим оружием, которые успешно сметают со своего пути любые преграды, в том числе и дружины многих князей или королей. Многие кочевники даже стали страшилкой для детей Европы за счет того, что их мощь военная буквально на генетическом уровне впиталась и стала вызывать страх даже спустя столетия после того, как эти кочевники или были ассимилированы, или просто ушли из тех или иных областей. Вот насколько широко это все использовалось и производилось? Там же надо тысячи вот этих пластин, да? Они все должны быть одинакового размера, толщины. Давайте скажем такую интересную фразу. Необходимость не знает слова «нет». Основным противником у кочевников на протяжении тысячелетий, ну, вплоть до 20 века, по сути дела, был Китай. Вне зависимости от его династии, как только Китай объединялся в одну страну, он шел войной на кочевников. Это была аксиома историческая. И тут возникала такая неприятная особенность. Когда у китайцев с их населением в 60-70 миллионов человек, которое стабильно существовало в течение многих веков, на кочевую, скажем так, цивилизацию шло наступление многомиллионной китайской армии, некогда было заниматься долгим ручным кустарным трудом для вооружения войск. Оружие и доспехи были нужны здесь и сейчас. Соответственно, уровень кооперации кочевников вырастал в течение даже десятилетий от примитивного, даже если где-то кустарного производства, в крупные производственные объединения. Даже более того, эти производственные объединения не только производили оружие, они же с этим оружием шли и воевали. Потому как тотальная мобилизация, бич войн 20 века, который мы знали и знаем по новейшей истории, он был у кочевников нормой жизни. Более того, частично этот момент с тотальной мобилизацией китайцы позаимствовали у кочевников, расселяя вдоль границ сельскохозяйственных и ремесленных специалистов, которые в случае войны должны были брать оружие и идти воевать, а в мирное время трудиться и платить налоги. Соответственно, методы кооперации кочевников стали основой будущего капиталистического строя человечества. Потому что кочевник, он не сидит на месте. Он всегда кочует, он нанимается служить не только, допустим, в Китай. Если он по торговым делам оказался в Европе или на Ближнем Востоке, ему предложили достаточно хороший контракт. Он никогда не откажется. Соответственно, многие военные специалисты обучали рыцарей Европы, панцирных всадников Сасанидской империи, арабского халифата. И в этом не было ничего зазорного, потому что в те времена люди как-то не смотрели на разрез глаз, на, как сказать, внешние данные и прочие антропометрические функции. Они смотрели на его фактическую трудовую экономическую эффективность. И вот произведенные вот эти ламеллы, да, ламеллярные вот эти доспехи, они куда, например, продавались или там поставлялись? Начнем с того, что, естественно, когда войны, а войны никогда не длятся долго, рано или поздно они заканчиваются, прекращались, производство не останавливались, потому как войны сопровождают человечество. Если где-то, допустим, война закончилась, она разгорается в другом месте. Естественно, торговые караваны с готовыми заготовками шли во все стороны света. Вы когда-либо задавались ли вопросом, почему вся восточная кавалерия, будь то Ближний Восток, Азия Северная, то есть Сибирь и Дальний Восток, даже Русь и даже значительная часть Западной Европы ходила в чешуйчатой броне? Кто поставлял эту броню? Европейские мелкие кузницы, которые до железной революции 14-15 веков, по сути, были кустарными производствами на службе у мелких феодалов? Или все-таки крупные заводы, которые могли позволить себе поставлять такие запчасти в состав оружия и доспехов наших Ну вот есть выставки народов. вооружений в Вене, там, допустим, Да. в Праге есть, и вообще в Европе. Очень доспехи рыцарей, очень такие, чуть ли не золотом. Но это доспехи элиты, то есть высших лордов, так называемых герцогов, графов и прочих высоких феодалов. Но никогда на этих выставках не выставят доспех простого рабочего войны, сержанта, пешего или конного, или рыцаря мелкопоместного. Ну тоже выставляют, кольчуги. Но там. их выставляют в виде кольчуг. Но есть памятники, европейские памятники старых времен, более современные, посвященные тем или иным историческим деятелям, рыцарям. И вот у этих рыцарей, у всех через их
даже статуообразные изображения проглядываются чешуйчатые доспехи под сюрко или прочими гербовыми обозначениями. То есть они их носили, но не открыто. По-видимому, у них был какой-то запрет или табу на открытое ношение подобного рода доспехов. И причем эти доспехи рыцари Европы носили еще до крестовых походов. Те же венгры, которые также являются близкими к нам народами от кочевников, они принесли чешуйчатые доспехи в Европу. Болгары те же, они тоже носили чешуйчатые доспехи и как-то не морочились тем, что там про них подумают историки будущего. Но вот археологические данные, да, там оружие находят, а вот эти ламеллярные чешуйчатые доспехи, они потом куда исчезли? Они Или их никуда переплавили? Нет, поймите, в чем суть. Оружие, да, оружие это священная, можно сказать, во многих культурах вещь. Если человек, допустим, погиб с оружием в руках или его хоронят с его любимым клинком, никто не трогает оружие мертвеца, потому что там много всяких суеверий, предрассудков, что смерть перейдет от этого человека к тому, кто взял с него меч, допустим. Потому что оружие это как инструмент, это еще с каменного века времен повелось, то есть человека хоронят с его рабочим инструментом. Это закономерность. Доспехи другое дело. Равно так же, как из трупов снимали сапоги с убитых рыцарей, после завершения всех похоронных ритуалов снималась и разбиралась на запчасти броня. То есть шлемы, кольчужные элементы и пластинчатые доспехи. Особенно пластинчатые доспехи. Так как на Западе, в той же Европе, были большие проблемы с малым производством однотипных изделий, естественно, они стоили очень дорого, если их покупать у караванщиков. То есть за счет дистанции от завода до конечного потребителя доспешную вот эту пластину, по сути, покупали на вес золота. Но никто не мешал тем же бедным на руку рыцарям или феодалам просто разбирать старые доспехи и переделывать их под свои нужды. Тем более, так как хоть и данные доспехи имеют всего лишь 0,1% углерода, вот если вот мы берем на базе анализа, который мы проводили пластинчатой брони с бураной, после переплавки и добавления определенных легирующих элементов из этих же пластин можно было сделать хорошую кирасу для рыцаря того же 14 века. Ведь металл, он очень, так сказать, хороший материал в том отношении, что его можно преобразовать в любую форму при достаточном уровне производственных мощностей. Вес доспеха вот в таком виде, вот как мы видим на данных изображениях, особенно на 9 века, он коррелировался в пределах 30-40 килограмм. То есть это не маленький вес. Соответственно, оружейник Европы, если ему в руки попадали, допустим, запчасти от этого доспеха в виде пластин, он мог уже точно по количеству пластин определить, сколько у него металла уйдет на кирасу рыцаря, если он его переплавит там в доспех, сколько на шлем, сколько на перчатки. И зачастую, если они, допустим, тратили эти доспехи на вооружение не рыцаря, а кого-то попроще, с одного доспеха нашего воина могло выйти 3 доспеха для простого пехотинца или там слабого всадника Европы, как пример, которому там не полный доспех, а просто кирасу нужно было сделать. Ну вот, если такие плавильные печи должны были быть. Они правильно? были, их откопал Водянцев, и даже более того скажу, по его же данным, большие плавильные печи очень скоро сменились малыми плавильными печами, которые, то есть, показывают, что сам процесс производства и мысли технической не стоял на месте. В какой-то момент их стало так много разных видов печей под разные назначения, что показывает, что развитие шло не просто по одному пути, оно развивалось. И самое интересное, у японцев, которые куют свои знаменитые катаны, есть такие же печи. Причем они возникли ровно в тот момент, когда на территориях каганата эти печи перестали существовать. В Японии эти печи называются тартар. Почему? По той причине, что якобы по имеющимся данным звук, создаваемый вот этими мехами, которые предусмотрены для этих печей, они звучат как тар-тар, то есть как барабанная дробь. А почему в каганате имеется в виду крымский каганат? Или Каганат я рассматриваю в целом как каганаты вообще? в целом, по той причине, что нельзя говорить крымский, тюркский или еще там какой-то каганат. Каганат это единая структура, как Советский Союз, транснациональная. То есть нет там никаких каких-то национальных явлений. Это все европоцентризм, это глупость европейская. У них у самих, если любой народ, даже тех же французов взять, у них по провинциям дележка идет, как она была, так и осталась. Пикардийцы там
валлонцы, бургунцы, все кому не лень. То есть внутри себя они также делятся. Но все-таки были тюркские, второй тюркский, Но это от уйгурские, династии, кыргызские да. каганаты. Это зависело от династии. Это все равно, как мы сейчас называем социал-демократы, там, консерваторы и прочее. Ну, наименование политических партий. То есть царская Россия, там, советская Россия и так далее. Мы не можем понимать знания, там, культуры или там, то, что не афишировалось в бумагах у тех людей, которые жили тогда. Им это было понятно. Им не нужно было это записывать, там, что вот это значение соответствует такому-то там соответствию. Их это не волновало, они просто фиксируют, что было им нужно, как мы сейчас это делаем. То есть то, что у нас, скажем так, в информационном поле для нас понятно и без всякой писанины. Почему в Японии, как раз вы сказали, возникли как раз тогда, когда в каганате это исчезло? Но Водянцев про это не пишет и не рассказывает, но у меня есть одна гипотеза на эту тему, что, возможно, в VI веке нашей эры, ввиду участившихся войн с Китаем и того, что империя Тан, которая к тому моменту уже существовала, обзавелась достаточно подвижными частями для глубоких стратегических операций. Соответственно, стало нецелесообразно держать крупные подобного рода печи и консолидировать вокруг них население, потому как в любой момент могла прийти мобильная ударная группа имперцев и сравнять это все производство с землей. Поэтому для удобства производства появилась кочующая промышленность. То есть кочевники ставили печи с таким расчетом, чтобы в случае чего можно было всегда их выкопать, допустим, собрать на кибитку или на верблюда и уйти. Тем самым, Как юрту. да, кочующие города металлургов появились. И это стало одной из причин, возможно, замены этих печей. А их возникновение в Юго-Восточной Азии, в частности Японии, имеет два варианта, которые я могу сейчас озвучить. Первый вариант — это то, что специалисты, металлурги, возможно, частично перешли в те территории, где более безопасно, и начали там делать свою работу, учить местное население, скажем так, в рамках своих знаний. Другой вариант в том, что пленные, которые попадали в плен так или иначе кочевников, они учились у них, то есть работали в их, скажем так, сферах, вместе ковали железо, и потом уже по завершении своей неволи возвращались на родину и там уже развивали промышленность. Если мы возьмем тех же японцев, они от нас многому чему научились, потому что многие военные операции кочевников на побережье Китая, то есть того же Японского моря или Желтого моря, они были связаны с тем, что японские племена, высаживавшиеся в Китае, становились чем-то вроде источника нашего заработка. Вышвыривание или, скажем так, обратное десантирование японцев обратно в море — это была одна из основных работ у кочевников. Мы можем это проследить по типу вооружения самураев. Самурай, по сути, такой же конный лучник, как кочевник. Разница только в том, что он живет на острове. Вот мы возьмем самурайского воина, он из лука на скаку стреляет, сражается по принципам кочевников. Также мы, если обратим внимание на японские мечи катаны, они очень похожи на наши древние палаши, которые были у нас популярны со времен тюркского каганата. Знаменитый длинный палаш, который имел длину лезвия в районе 110 сантиметров, который официально подтвержден всеми учеными. За эти мечи также можно сказать о том... Он еще искривленный. Он немного искривленный, да, но у китайцев есть такое наименование меча, как дзян, то есть стальной меч, длинный, прямой стальной меч. 110 сантиметров — это тоже своего рода так близкое к нему значение, является неким стандартом у кочевников раннего средневековья и там античности. И этот прямой меч, в некотором роде культ этого меча, он также распространен был в Европе. Если мы возьмем рыцарские мечи там уже более поздних времен, то есть высокого средневековья, он также приобретает по мере превращения рыцарей из тяжело бронированной пехоты на лошадях в тяжелую, собственно, кавалерию. Их мечи от обычного нормандского или, как сказать, каролинского типа преобразуются в длинные, прямые, полуторные мечи восточного типа. Но, конечно, с другим видом горды, потому что у них там своя традиция и все остальное. Но сам принцип панцирного всадника с длинным мечом у них также прослеживается. Вот мы берем эпосы, произведения там народно-фольклорные. Везде описывается, что человек на лошади в полной броне, не слезая с лошади или не изгибаясь, вот как показывают в наших картинах, вот изображения конных там
сражений с пехотой, а не снимая, не сгибаясь особо, бил, допустим, противника с лошади. Но если длина меча не превышала, допустим, 60-70 сантиметров, соответственно, он вынужден был изгибаться, или вот как показывают там хроника 20 века, всадники там с более современной кавалерийских там частей при встречах с пехотой, они вынуждены были сгибаться по-всякому, чтобы достать человека, стоящего на земле. А длинный меч позволял без особых усилий достать его как рубящим, так и колющим ударом. Кто у кого заимствовал? Это, Кочевники у японцев или японцы у кочевников? Это шло взаимное проникновение культур. То есть не было какой-то там супер архикультуры. Все это шло в процессе, скажем так, культурно-военного обмена между народами. То есть гонка вооружений. Но мы должны учитывать один важный аспект. До великих завоеваний Александра Македонского, который, собственно, столкнулся с саками в процессе своих завоеваний и обломал об них зубы, окрестности Великой Китайской, скажем так, империи, базовой Цинской империи, они были в некотором балансе. То есть кочевники имели силу в одном, слабость в другом, китайцы, соответственно, тоже, как и все окружающие его народы. Вторжение Александра Македонского показало не только мощь его знаменитых панцирных всадников, ну не совсем панцирных, тяжелой кавалерии Александра Македонского была продемонстрирована мощь, был показан момент новой армии, его армии с опорой на пехотные части. То есть однотипность армии была признана неэффективной, и у кочевников возникла необходимость в собственной пехоте. То есть на лошади многого не навоюешь, далеко не уедешь. А держать крупные оседлые города вблизи китайской границы опасно. Поэтому возникает феномен кочевого города, который также имеет место быть в истории. То есть на территориях, максимально отдаленных от границ крупных и достаточно развитых государств, кочевники вдоль, по возможности, рек или же торговых путей старались строить сильно укрепленные города, где концентрировали свою промышленность в первую очередь и натуральное, а впоследствии более специализированное сельское хозяйство. То есть кочевник не был зависим от земледельческой культуры в том виде, как там описывают, что там от хлеба зависит, от всего остального. Не обязательно. Кочевники часть сельскохозяйственной продукции производили в своих городах. Китайцев это, как сказать, пусть не обижает, но многие китайские города в оазисах Тарима, это по большей части были города кочевников, которые были завоеваны китайскими полководцами в период расширения, собственно, их территорий. В свою очередь, наличие городов предусматривает наличие же их укреплений, потому как кочевое общество было крайне неоднородным. Среди них попадались и очень дикие племена, которые не видели разницу между своим и чужим, или же упавшие в более низкую ступень развития, как это случилось с жужжаниями в период их падения, когда они перестали различать, кого можно грабить, а кого нельзя. Соответственно, развитое градостроение у кочевников и послужило одним из толчков к развитию военного дела и появлению кочевников пехоты, как и средней, так и легкой пехоты в том виде, в котором описывают нам исторические описания штурмов городов кочевниками. Ведь если у государства нет пехоты, оно не может брать города. Но мы возьмем тоже великое переселение народов. Гунны, как вихрь, прошлись по территориям Европы, брали города приступом. То есть они не осаждали Сходу. Сходу. Но почему они его брали? Потому что у них уже была профессиональная армия пехотная. Да, она перемещалась на лошадях вслед за панцирными кавалеристами, но зачастую, вот как мы видим на этой картинке, на поле боя были и всадники, и пешие воины. То есть пехота формировала определенное боевое построение, сходное частично с баталиями наших, скажем так, известных наемников средних веков швейцарцев, и выполняла весьма объективную функцию, сдерживающую или ударную, в зависимости от ситуации на поле боя. Вот вы сказали стандарт 110 сантиметров, да? Да. Катана или другие похожие Да. мечи. Стандарт вот этих ламел тоже был? Стандарт ламел отличался, но в принципе у наиболее часто встречающихся в разных могильниках вариантов стандарт длины был где-то в районе 65 мм, то есть 6,5 см, как самый оптимальный.
То есть, Чтобы двигаться можно было. да, чтобы можно было подвижным быть и в то же время достаточно хорошо защищавший за счет своей площади от метательного оружия. Потому как любой доспех, особенно кочевой, он в первую очередь не был предназначен для того, чтобы защищать его от рубящих или там, колющих ударов рукопашного боя. В первую очередь это была защита от метательных снарядов, стрел, камней, копий и прочего. И со своей функцией данные доспехи справлялись великолепно. В принципе, если бы у Марка Краса были бы не одетые в кольчугу легионеры, а одетые уже в лорику сегментату более поздних времен, не факт, что удалось бы его так легко разбить тем же парфянам. Но, как говорится, кольчуга против стрелы — это очень слабый доспех. Стрела пробивает кольчугу, это уже аксиома. Какой бы кольчуга ни была. Еще и одевали шелк под броню, да? Сейчас мы дойдем до поддоспешников. Но, как мы видим, что тяжелый доспех — это металл, никто металл на голое тело носить никогда не будет. И вот тут мы переходим к поддоспешникам. Да. Самый надежный поддоспешник, который носили наши кочевые предки, это был кожаный доспех. То есть наши сейчас изображают, во всяком случае в кино наших, в этих самых кожаных доспехах, вот там с ламеллярной кожаной и прочим доспехом. Но по сути дела кожаный доспех в том виде, в котором мы его знаем, в кино и прочем, это уже полет фантазии на базе исторических данных создателей реквизита. По большей части функциональный, наиболее важный поддоспешник это был, во-первых, чапан, причем не тот чапан, который сейчас продается в обычных магазинах, а нормальный, соответствующий ремесленно сделанный чапан, очень толстый, очень тяжелый, весом не менее 10-15 килограмм. Я в свое время видел такие чапаны, они стоят очень дорого, от 500 до 1000 долларов у тех ремесленников, у которых я спрашивал. Там, соответственно, подкладка идет внутренняя из очень дорогого шелка. Сама набивка это очень качественная овчина, а толщина кожи, ну, наверное, в палец, вот именно внешнего элемента, который идет поверх вот, обшивки. Вот это очень тяжелая конструкция, которая, тем не менее, за счет своей плотности, она очень хорошо держит удары. То есть человек в таком чапане, по сути, уже в доспехе. То есть не в металлическом, конечно, а в кожаном, это уже фактически доспех. У нас многие пастухи, живущие в высокогорье, используют подобного рода чапаны в своей работе, и они могут в них даже спать и жить буквально в условиях постоянно меняющейся погоды горных перевалов. Охотники также часто такие носят, промысловики, чапаны и, собственно, национальную одежду именно в таком виде. И единственное, что ей не хватает, это только сверху одеть металлические элементы, и мы получим стандартный доспех того времени. Вы еще сказали, углеродистое железо делали, да? Да. Как это добивалось? Это почти сталь. Это фактически был чугун. Это более углеродистый металл, чем сталь. Ага. То есть сначала бралась железная руда, смешивалась, собственно, в плавильной печи с углем и прочими присадочными элементами, которые были доступны. Разжигалось пламя и плавилось при соблюдении температурных режимов до получения единой жидкой структуры. Потом специально отведенные люди открывали заслонку печи, и металл сливался в уже подготовленные земляные формы. И уже из этих слитков в дальнейшем шла обработка металла. Или выжигался углерод и получалась сталь, или же это железо шло в дальнейшую обработку уже на изделие, в зависимости от необходимости. Угу. Еще в некоторых источниках пишут, что китайцы, большой спрос в Китае был на кыргызское оружие, потому что оно было особое. И говорят, что про метеоритное железо. Ну, про метеоритное железо пишет и Худяков. Есть у него в его книгах описание того, что была специальная служба у кочевников среди шаманов и тех, кто наблюдал, как говорится, за окружающей средой, в основном шаманов, которые следили за звездопадами. То есть, когда падали метеориты, ну, даже звездный дождь, иначе говоря, как называем. И вот, когда они высчитывали или замечали где-то звездный дождь, они сообщали точные координаты. Туда приходила вооруженная до зубов группа людей, примерно численностью в тумен, и вырезала там все живое, если находила. Зачем вырезать? Во-первых, чтобы никто не знал, где и откуда берет это железо. А во-вторых,
далеко не факт, что с этим метеоритом не прилетела какая-то эпидемиологическая зараза. То есть убивали и выжигали там целые области. Вот Санитарный кордон. санитарная обработка. Потому Обработка. что неизвестно, что выпадет с космоса. И все, что там после выжигания местности оставалось, все эти металлические элементы, все они плавились в специальных тиглях, там же на месте. И уже полученные после переплавки тиглевым методом слитки отправлялись на дальнейшую обработку. То есть их уже использовали для производства. Собственно, в основе этого было, да, железо было как лигирующий элемент, но его не добавляли повсеместно. Китайцы закупали русское оружие на протяжении веков по одной объективной причине. Оно было заточено так, что могло прорубать металл. То есть оно не только имело в своей структуре инструментальную сталь, оно еще и затачивалось специальным образом. То есть Затачивалось или многослойное было ковка? наши предки пользовались в основном булатными сталями, потому что их производство было для них проще. То, что мы знаем под пакетно-дамасскими сталями, которые скручивались и обковывались, это вынужденная мера была популярна в Риме по той причине, что у них не было доступа к каменному углю определенных сортов, который бы обеспечивал им полное расплавление металлов. То есть они были вынуждены сковывать полосы металла разных уровней качества и твердости для того, чтобы получить дамаск. То есть вот эта пакетная сталь в техническом нашем секторе современном называется дамасскими сталями, потому что наиболее мощное производство этих металлов было в городе Дамаск. Между прочим, одном кузнице и мастерской Римской империи, которая там оставила эту технологию арабам. Да. Катаны вот делают иногда, пишут, что разные участки катаны, разная сталь. Тут дело не только в разных сталях, а в том, что ее специально науглероживают. То есть режущую кромку специально науглероживают, чтобы она лучше резала. А сам корпус меча, вот именно лезвие, оставляют мягким, чтобы он пружинил. То есть принцип совмещения мягких и твердых слоев металла. Слишком твердый металл, он хрупкий, он разлетается на осколки, а слишком мягкий металл он не режет. Поэтому там японские мастера ловят именно границу, за которую им нельзя выходить. Это очень долгий трудоемкий процесс. А у нас же, у кочевников, ввиду, скажем так, очень веселых условий существования с агрессивными соседями, не было времени на занятия, скажем так, искусством выковывания мечей. Нам нужно было, как там говорится, быстро, много и примитивно. Поэтому шло массовое производство булатных сталей. Причем после выплавки, собственно, вот этих сплавов в тигельных печах стояла задача не только их обработки, но и массовой обработки. Соответственно, я не удивлюсь тому, что наши археологи, возможно, в местах вот массовой обработки железа скоро будут находить кузнечно-штамповое оборудование очень близко к современному. Потому что невозможно за один или несколько ударов молота выковать десяток или два десятка мечей. А они были нужны, допустим, в течение Тысячами. одного месяца для того, чтобы вооружить очередной отряд солдат. А как это сделать без массовой штамповки? И вот тут мы приходим к еще одной гипотезе, что оружие из булата не ковалось, как нам показывают в кино, там стоит куча людей с молотками и там лупят по этому куску железа. А обрабатывалось оно в виде штамповки. То есть стоял один определенный человек, бил этим молотом, допустим, заготовку, и она в 2-3 удара получала нужные свойства, и ее отправили на дальнейшие обрабатывающие операции. У кочевых народов и у народов Сибири часто находят такие длинные молоты. Ну, конечно, я картинку не нашел, но суть в чем? Очень тяжелый молот размещают на опоре, которая выполняет роль фиксатора, в котором этот молоток поднимается, опускается. Длинная рукоятка молота дает его тяжелой головке достаточно мощный рычаг, чтобы один человек мог его рукой опустить и поднять. То есть такие молотки находят. Я, правда, не смог найти картинку от того молота, который я в свое время находил. Это очень такая хорошая была картинка. Такими молотами пользуются до сих пор некоторые палеазиатские народы. То есть мы можем четко сказать, что вот эти технологии, они никуда не делись. Просто в какой-то момент случилась какая-то катастрофа, которая уничтожила людей, которые пользовались этими технологиями. Причину этой катастрофы я так и не нашел, пока искал в своих источниках, но, возможно, мы найдем эту причину этой катастрофы, которая вынудила людей уйти из этих промышленных секторов Сибири, Алтая и других горных регионов Евразии.
У нас время подошло к концу. Ну, это творческая группа Кен. Кен что означает? Ну, это Так уже, называется группа они там- Кен. Аббревиатура, да? Да. Какая-то. Ну, это Они их еще аббревиатура. дальше будут реконструировать Конечно, многие вещи, да? вообще, когда мы писали этот проект, собственно, я писал текст для, скажем так, декларативного документа, который потом ушел нам на проектную часть, я вписывал еще и комплект вооружения того времени. То есть, ну, по финансам смогли собрать пока что только доспехи. Но если будет дополнительное финансирование, мы можем собрать и оружие соответствующее. Естественно, с соблюдением законодательства об оружии, чтобы потом не было проблем с законом. Может быть, и плавильную печь, как вот Тур Хейердал сделал корабль Ра, да, из Но папируса. мы можем это, конечно, и плавильную печь собрать традиционную, но все упирается в финансирование. Как говорится, для войны и для всех других нужд нужны деньги, деньги, еще раз деньги. Но пока финансирования у нас нет для таких проектов. Но если будет, мы будем только рады. Да. Спасибо вам большое. У нас в гостях был Феликс Карымшаков, исполняющий обязанности главного технолога завода «Достан», который участвовал в этом проекте по реконструкции вооружений, да, Мгм. древних кыргызов. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. До свидания.